Здравствуйте. У меня есть проблема. Подожди, не говори, я знаю. Ты пришла из-за любви, из-за молодого человека. А как вы узнали? Я все знаю. Так что же ты хотела? Я хочу, чтобы он всегда был моим. Вы поможете мне? Я помогу, я сделаю все как надо. Только за это придется хорошенько заплатить. Да, конечно, я на все готова. Но тогда оставьте фотографию и деньги здесь и ступайте с миром. Я сделаю все. Какие наивные и щедрые придурки. Ассаляму алейкум, дорогие друзья. Сегодня появилось очень много таких аферистов, как гадалки, маги, колдуны. И, к сожалению, наши люди верят им и идут за их помощью. Допустим, идет по улице девушка, и навстречу ей несколько ребят. Один из парней понравился ей, но она была неуверенной в себе и, прослышав про одного местного мага, решила обратиться к нему за помощью. Естественно, маг насулил ей золотые горы, но по итогу никакого приворота не было, и большие деньги она потеряла. Они могут гадать вам как на картах, как это обычно принято, так и на священном Коране. Таким образом эмоционально пытаются воздействовать на вас. В хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, говорится: кто придет к гадальщику или гадальщице и поверит ему, тот отрекся от пути, неспосланному Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. В другом же хадисе говорится, что Аллах не примет 40-дневный намаз того человека, который пришел к этим гадалкам и поверил им. Дорогие друзья, будьте осмотрительней. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Следуйте заветам нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, и не сходите с истинного пути, на который наставляет вас Всевышний Аллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.